Вот мы приехали в гости к фермеру Эдуарду Марксовичу. Здравствуйте, Эдуард Марксович. Добрый день. Мы приехали, конечно, это сложно назвать приехали. Мы несколько километров сюда шли пешком через висячий мост, вернее, через реку по висячему мосту. Мне страшно было снимать, я его на обратном с пути обязательно сфотографирую. Вот здесь вот у нас дом, в котором будут жить наши замечательные подписчики, которые приедут к нам на экскурсию. Вот дома, в которых живет здесь наш замечательный добродушный фермер. Вот колодец. Да, вот колодец. колодец. С этого колодца одна вода. 15-20 метров другая. Система водоснабжения идет. Там другой тип воды. Ага. А вон там лес, там родник. Там родник, да. Козы пьют родник оттуда. Угу. Вокруг лес, горы. Это вот национальный парк Башкирия. Замечательный уголок нашей республики. Как это место называется, Эдуард Марксович? Хутор Андреевский. Биосферный резерват. А чем оно вообще уникально? Почему вот именно здесь коз вы решили держать? А здесь везде горы. Здесь все закрыто со всех сторон. Здесь горы, здесь рядом река течет. Здесь везде липа начинает свести. Это вот там Нугуш, да, получается? Нугуш, сколько да. До Нугуша километров? 4 километра. Можно да, пешком да, ходить. да, На велосипедах. Да, на велосипедах ездим. Здесь липа везде цветет. А почему именно коз здесь держать? Что-то особенное, думаю? Да, здесь очень много краснокнижных растений. Здесь родник рядом. Они на роднике пьют воду. С родника пьют. Кушают листья, кору, деревья. Козы любят горы. Они залазят на деревья. А вот я слышал, что первая трава, когда весной появляется, коз специально выпускает, что там какое-то молоко у них, да, более целебное получается. Ну, однозначно, потому что какие-то козы, когда рождаются, их выпускаешь. Когда коза рождается, их выпускаешь. Коза, ну, я сам наблюдал, бежит, крапиву кушает, полынь кушает, подорожник кушает, потом бежит кормит своего козленка. Это получается такая зеленая аптека, да? Да, совершенно верно. Ну, видимо, поэтому считается, что козье молоко, оно целебное, потому что коза не питается, да, всем подряд, она выборочно, да, ест? Она вот как индийский чай собирает, пока только верхние листочки кушает. Это наблюдал, пасти коз. Интересно такое занятие. Они разнотравие именно кушают. Вот весной они сейчас пойдут грызть иву, когда вот эта верба начнется. Вербное воскресенье. Вербное воскресенье. Для коз будет свое вербное воскресенье, да? Верно. А когда они примерно разродятся, как думаете, в какое время нам ждать первые удои? Я думаю, февраль-март. Тут, ну, загуляли они 19 сентября, у меня отмечено. Все сразу? Все сразу, да, все сразу. Где-то февраль-март. Ну, будем с нетерпением ждать, спасибо. Ну, надо же еще чтобы они детеныши подкормили своих, чтобы они окрепли. А, вы не отделяете, да, козлят? Нет, отделяем, но их кормим. То есть они в первое время, то есть они максимально должны витамины выдают для своих козлят. Ну, это гуманно. Да. Дети наше будущее. Совершенно верно. Спасибо. Ну вот в таких условиях Эдуард содержит своих козочек. Самому можно здесь жить. Гостиница серьезная. Пойдемте зайдем в доильню. Так, здесь центральный водопровод. Работает? Конечно. Так, холодная вода есть. Горячая тоже есть. Обогреватель. Здесь козы стоят, когда их доят, да? Да. Две козы одновременно доятся. И канализация сразу же. Это чешская порода, да? Да. Это где Катя, которая больше всех молока дает? Вот зови Катя. Катя, иди сюда. Ух ты! Вот она. Вот Катя пришла. Катя. Самое вкусное молоко у нее. Она предводитель вообще. Матриархат здесь вообще. Круто. Так, а это занинские, получается, Это да, козочки? занинская порода, да. Ага. Вот они все беременные. А, вон там он особенно, да? Особенно все. А это молодежь, да? Это молодежь, но это будущие мамы. Угу. Позови их, пожалуйста.
Козя, 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 козя. Айда. На, козя, 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 козя. Козя, 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 козя. На. А так надо было с морковкой подойти, чтобы... Пустую руку не имеет. Ну да, то обидится. А здесь вперемешку молодежь, да? Совершенно верно. А это получается вот эти чешские, да? Которые с белыми полосками, да? Это чешский. А вот этот, наверное, полукровка занинско-чешский получился, да, такой? Тут они смешанные. Вот у них зато иммунитет хороший, говорят. И молока много Здесь дают. иммунитет как раз адаптированный под наш. Под наш климат, да? Да. В этот раз все без обмана. А уже не верю. На, козя, 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 козя. На, Эх, козя, знали бы, чего вам предлагают? Козя, 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 козя. Запах, запах. На. На. Нет, все, обиделись. Все, нет, все вкуснее. А ты им что предлагаешь? А я им предлагаю капусту. Капусту. Козу капуста не обманешь, называется. Вот. На, козя, 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 козя. Это Неужели? Катя, на колен тогда. Айда. Говорю. Катя. Катя, 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 на. Ты же здесь, нет? Это... Катя. На. Катя, молодец. На. Катя, это получается самый сторожитель здесь, да? Да, это первый. Это от нее началось вообще все это хозяйство. Совершенно верно. Да, а Катя, сколько ей лет? молодец. Я помню, она уже давно, да, здесь? Лет 8, наверное, точно есть. Мгм. Пенсионер скоро будет, Да. на пенсии. Он всех бодает. Ой, я помню, она меня тоже боднула как-то. Так, вот фанера Гай, ответственный за наш серьезнейший отель Козий. Вот он содержит в идеальной чистоте все. Принципиально. Она, наверное, жигара барагдар мала, не знаю. Видишь? Она удар постоянно хавкушер кило шаргану. Пока, молодежь. У нас ударник масса. Буду видать Волганда. Вот в этом замечательном теплом сарае живут у нас девочки. А мужики, как всегда. Тут действительно матриархат полный. Байкал, Байкал. Байкал. Так. Идем смотреть козла. Ух ты. Вот он. А вот где живут мальчики. Ух ты. Это вот этот, да? Он дрожит, видишь. Вот он, папа всех козлят. Сыночком. Вот, А смотри. вот подрастающее поколение конкурент. Козленок редкого голубого окраса. А этот что один здесь такой? Самый наглый? В кормушку залез? Да, это тоже короче. А он откуда пытается выбраться? Не получится. Так, парни. Все, до свидания. Оп, спасен. Вот наш верный охранник. Байкал хороший. Байкал молодец. Байкал молодец. Байкал хороший. Хороший Байкал. Белый с черными ушами, калифорнийский кролик. Это мясная порода. Белые с черными ушами, кролики калифорнийские. Да. Это жители нашего будущего контактного зоопарка. Эй, ребята! Или девчата это? Это девочки, да? Подожди, вот так вот можно. Вот им точно надо было принести капусту. Такие они прикольные. На. Ух ты! И не боятся, главное, да? Это супер великан. 3 месяца ей. 3 месяца. Тут Да, уже да. веса, наверное, килограмм 3, да? Да. А это... На, сел. А это калифорнийская. Да, общительные ребята. Детям, конечно, понравится. С такими ушками красивыми. То у меня дочь смотрит видео в ютубе. Канал Мисс Кейти.
Ну все, сегодня мы прощаемся с фермой. Пойдем в путь. Дорогу занесло, поэтому придется идти несколько километров пешком. Вот этот сказочный мост. Наша дорога жизни. Зимой сильный снегопад, попасть на ферму. Башкирская коза можно только пройдя по этому замечательному сооружению. Утки. Вода не мерзнет, потому что идет с водохранилища через гидроэлектростанцию. Замерзнет где-то километрах в 50 отсюда, ниже по течению. Это немножко трясется. Надо еще держаться, чтобы не упасть. Ночью здесь, конечно, весело ходить. Вот все, деревня, машины, идем туда. Так, наконец-то мы добрались до нашей машины. Что там у нас? Ура, завелась! На этом наше приключение сегодня окончилось. Пока-пока.